Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как мужчина во время пьяной ссоры несколько раз ударил сожительницу по голове. Девушка просто пришла здесь, пробитая голова. Она прошла километр, чтобы попросить о помощи. Покажем задержание 18-летнего закладчика наркотиков. Где, в каком количестве? Вот здесь. В сумке? Да. Молодому человеку теперь грозит до 15 лет лишения свободы. А также массовая авария на трассе М7. Вот первая авария «Газель» с Грана, вторая налетел Кадиллак и Соренто. И задержание нетрезвых водителей. Это надо ездить. Пьяным? Да, это постоянно здесь. Все это прямо сейчас. Мужчина во время ссоры, возникшей в процессе распития спиртных напитков, несколько раз ударил сожительницу топором по различным частям тела, в том числе и по голове. Она нашла в себе силы пройти километр до своего знакомого, который живет на улице Гагарина. Он и вызвал скорую помощь. Девушка просто пришла здесь, пробитая голова и так далее. Вот человек у него оплатил здесь. Да бытовуха. Ну, бытовуха. как говорится. Я полчаса Не назад знаю, с собакой уходил. Нет, она просто пришла. Она пришла, это не здесь было. Просто пришла, кого-то попросила вызвать скорую. Пострадавшую госпитализировали, стражи порядка по месту жительства подозреваемого не застали. Мужчина скрылся, пока его сожительница ходила за помощью. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 15 лет, чуть меньше, чем прожил на этом свете, может провести в местах лишения свободы 18-летний молодой человек, задержанный стражами порядка в Казани по подозрению в распространении наркотиков. Его поймали с поличным, когда он оборудовал тайники с запрещенными веществами. Парень сразу же признался, что именно находится в свертках. Вещества? Какие? Синтетические. Его задержали не случайно. У оперативников была информация, что молодой человек может быть причастен к распространению наркотиков. И практически не сомневались, что именно у него найдут. Сам молодой человек не отрицал, делал закладки. Как раз вышел спрятать очередную партию для продажи дистанционным способом. И при себе у него много свертков с запрещенными веществами. Где и в каком количестве? Вот здесь. В сумке? Да. Вот в этой? Свертки? Нет, да. Какого цвета свертки? Красный. Внутри что? Мефедрон. Мефедрон? В сумке действительно нашли пакет с красными свертками. Все было так, как и рассказал задержанный. Раз, два, три, 4, 5. Всего в извлеченном из сумки пакете оперативники насчитали 24 свертка. Еще 5 обнаружили в кармане куртки. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили у задержанного 29 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что представленное на исследование вещество содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство эфедрон общей массой более 86 граммов. В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили и изъяли сверток, обмотанный красной изолентой с неизвестным содержимым массой около 3 граммов. По результатам исследования в них также находился синтетический наркотик эфедрон. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. На время следствия молодой человек отправлен под арест. Рамиль Шайдулин, «Вызов 112». 4 автомобиля столкнулись на 817-м километре трассы М7 недалеко от развязки с автодорогой Казань-Арск в Высокогорском районе Татарстана. Там в одном месте, но в разное время произошло сразу 2 аварии. В результате столкновений предположительно пострадал 1 человек. Водитель Ниссана остановился перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора. И в этот момент в него сзади на полной скорости врезалась «Газель». Вторая авария с участием все тех же машин произошла буквально через 20 минут. Вот первая авария «Газель» с Грана, вторая, получается, сзади налетел Кадиллак и Соренто. Кадиллак, я не знаю, куда влетел, а Соренто по всему ходу, получается, Террана вот там туда развернула и вот в бочину, ну, в мотор.
О сильно нетрезвом водителе Черри сообщили в автоинспекцию жители одного из домов на улице Софиуллина в Казани. Прибывшие на место автоинспекторы действительно обнаружили на месте автомобиль, от водителя которого исходил сильный запах спиртного. При проверке выяснилось, что водительских прав у него нет. Этого документа мужчину лишили еще в 2018 году, как раз за езду в нетрезвом виде. Впрочем, ничего этого 45-летний казанец не скрывал и сообщил, что продолжит ездить после употребления алкоголя. Я попил, потом бухнул, потом не доехал. Он ничего не скрывал, сразу признался, пил и даже прошел тест. А продувал алкотестер? Да. Сколько продул? 700 что-то? Обой, да? 700? 700 походу там. Там очень больно. Что произошло с сыном этим вечером, его мать не знает. Официальная владелица легковушки она говорит, что мужчина просто взял ключи от машины и уехал, хотя так обычно не делает. Ему нельзя. Я не знаю, что его побудило, но, слава богу, никого не сшиб. А права есть? Есть. Лишенный. 3 раза. Его лишили прав также за езду в нетрезвом виде еще в 2018 году. Срок прошел, но удостоверение он так и не забрал. Этим вечером после выпитого решил подстричься. Пешком идти не хотел, поэтому и забрал у матери ключи от автомобиля. Постригся, понимаете, видите, какой я просил. 200 рублей, короче, заплатил. Сейчас штраф 30 тысяч. Домой не доехал. Мужчина говорит, что ни отсутствие водительских прав, ни состояние опьянения его ни в чем не ограничивают. Наоборот, ездить в таком состоянии он считает правильным. Это надо ездить. Пьяным? Да, это постоянно надо ездить. У меня деньги будут, я машину куплю и поеду. Конечно. Для меня это... Автомобиль отправили на штрафстоянку. Мужчину ждет суд, который и решит, каким образом он будет отвечать за езду в нетрезвом виде. Сирина Васильева, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Водителя Volkswagen Touareg с признаками сильного алкогольного опьянения задержали на улице Бакалейная в Казани. Он на глазах очевидцев задел припаркованный автомобиль и хотел скрыться с места происшествия. Позже владелец внедорожника стал утверждать, что за рулем находился трезвый водитель, которого он нанял. Правда, с места происшествия тот уже ушел. Однако товарищ владельца Туарега заявил автоинспекторам, что машина вообще двигалась сама по себе и ей фактически никто не управлял. Я трезвый за рулем был. В смысле я не трезвый? Я не могу пройти по ровной линии. Пассажир «Фольксвагена» как мог старался выгородить его автовладельца. Сначала утверждал, что за рулем был он сам и в таком виде приехали из Мариэл. Потом, что автомобилем фактически никто не управлял. Он ехал по себе, нейтралку включил. Владелец же внедорожника не стал скрывать. Пил и он, и его товарищ. И даже прошел освидетельствование. Алкотестер подтвердил наличие алкоголя в организме. 0,75, что-то такое, около 1. На улицу Бакалейная, говорит, приехали в гости. А чтобы добраться до дома в поселок Левченко, нанял трезвого водителя. А он совершил ДТП и ушел. Выясняем обстоятельства. То, что у нас было ДТП. Водитель был... Он был трезвый, возможно, я не знаю, было ДТП, то, что он разворачивался и задел машину. Какую-то, я вот не, сейчас я его не скажу, какую-то возможно, там какую-то ладу или что-то такое маленькое. А ты знаешь, как мы улетели? Но очевидцы видели за рулем именно владельца внедорожника, поэтому именно его автоинспекторы и оформляли. В процессе выяснилось, что мужчина уже был лишен прав также за езду в нетрезвом виде. И сейчас ему грозит уже уголовное дело за рецидив. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Плюс конфискация автомобиля как орудие совершения преступления. Эксперты сняли отпечатки пальцев с ручек дверей, руля и селектора коробки передач. Их исследование установит, кто на самом деле сидел за рулем внедорожника. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.